детки там разных возрастов, ну вот от совсем младенчиков до там 1,5-2 лет. И они там совершенно одни, без мам, они все время плачут, к ним никто не подходит. Пошла к заведующей, она мне говорит, так это, говорит, отказники, от которых родители отказались. Документальный спектакль, который основан на совершенно реальных историях реальных людей. Их 11. Это люди, которые работают профессионально в некоммерческих организациях, благотворительных организациях, экологических, правозащитных, самых разных. Когда никто не видел людей с инвалидностью. Ну просто не видел нигде. Многие думали, что их нет, что просто нет людей с инвалидностью в Советском Союзе. Когда я из банка уходил, а меня заманивали. Меня заманивали должностью начальника отдела. Это в 21 год. Это мощный карьерный скачок. А я все равно сбежал. Да, знаете, хотелось подделать что-нибудь хорошее. Ну и я тогда пошла в газету «Большой город», была тогда такая, и сделала объявление, 4 строчки, что вот есть девочка Катя Хорошова, что ей нужно помочь. И тут на меня упал просто мешок денег. На каком-то эмоциональном уровне, конечно, это задевает все те истории, которые рассказывают. И даже какой-то такой эффект интересный, что я понимаю, что это актеры, вот, но из-за того, что они рассказывают, к ним проникающая симпатия, как будто это вот сами люди, которые реально делают все эти дела. Здравствуйте. Очень приятно. Значит, небольшая лекция о том, как стать иностранным агентом. Это так себе, в общем, развлечение на себя смотреть на сцене. Как-то волнуешься. Чуть ли не дословно их прямая речь. Мы брали интервью, и работа драматурга была в том, чтобы вот из огромного, из нескольких часов нужно было смонтировать в удобоваримый какой-то формат. Помню, мы так поставили одну площадку. И, значит, где-то через лет приезжаю в эту больницу, вижу, лежит стопка бесплатных газет таких районных, ну, обычно вот лежит и все. Я смотрю, фотография нашей площадки такая, такие молодцы, а. Ну вот написали про это. Листаю, открываю, а там, значит, дальше заведующая этой больницей с фотографией какого-то депутата. И написано, значит, спасибо партии «Единая Россия», администрации нашего там траля-ля за нашу прекрасную детскую площадку. И вот я думаю, охренеть. Я года 2 или 3 вообще себе ничего не покупала. Я одевалась исключительно в секонд-хендах. Это были такие редкие покупки, разбор. Потому что я приходила в магазин, видела ценник, брала вещи и мерила все это вообще на операции, которые можно сделать людям. Мы все видим несправедливость же, и в нашей стране, вообще во всем мире. Но есть люди, которые еще и делают. Вот задача была показать, не то чтобы я не занимаюсь там призывать, давайте как они, нет, показать, что они есть. Постановка, что называется, злободневным и актуальным на самом деле. В проблемах некоммерческого сектора, в проблемах некоммерческих организаций. Некоторые живут в страхе, что не сегодня-завтра они будут признаны иностранными агентами. Некоторые некоммерческие организации, я бы назвал в кавычках некоммерческими, живут как сыр в масле, получают гранты от правительства. Профессия спасать людей, помогать людям. Это очень хорошая благотворительная профессия, как бы такая, которая и история наша показывает, что этим испокон веку это было нормально, помогать другому человеку. И как бы это хотелось внести. Ген добра.